Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам. Вас приветствует Чечен Синдром. 4 сентября в 9 часов вечера, в городе Труа на севере Франции, трое молодых ребят, уроженцев Чечни, вытащили из горящего дома мужчину. Инцидент произошел в районе Шартрё. В тот вечер трое подростков Мавсар Асабаев, Абдул-Малик Асмурзаев и Магомед Расул Асабаев прогуливались на улице. Они услышали крики мужчины на балконе 5-го этажа. Дом горел, а из него выбегали люди. Недолго думая, пробивая полицейский заслон, ребята побежали наверх. Выбив дверь, они вытащили мужчину, который потерял сознание на их руках. Спускаясь по ступенькам вниз, полиция и пожарные присоединились к ребятам и помогли спуститься дальше. В течение еще 15 минут, чеченские парни и отец одного из них рассказывали и переводили то, что произошло полиции. Сами чеченцы, надышавшись дымом, почувствовали себя неважно и были отправлены в госпиталь, но они быстро пришли в себя. Спасенный, 50-летний мужчина оказался по национальности русским. Он получил сильные ожоги и в настоящее время проходит лечение в госпитале. Причиной возгорания стал стоявший на зарядке электросамокат. Друзья, все бы хорошо, да только одно мне обидно. Как только увидев эту новость в одной из социальных сетей, для интереса я загуглил эту новость на французском языке. На нескольких французских сайтах была информация о пожаре, но о наших ребятах, рисковавшими своими жизнями, ни слова. Такое ощущение, что французским СМИ, да и вообще всем СМИ, такого рода достойные и благородные поступки просто неинтересны. Еще слышал, что ребята на местном каком-то радио давали интервью, но непонятно, зачем надо было делать радиоэфир, когда можно было бы заснять все это дело и сделать небольшой видеорепортаж. И думаю, людям было бы интереснее посмотреть на это, чем слушать какое-то радио. Жаль, конечно, но все как-то так. Друзья, ну а на этом все. С вами был Чечен Синдром. Если вам понравилось, не забываем про лайк. Всем мира и добра и до новых встреч.